благослови, владыко. Так фаякуду нескенек вцаве, вдефете месердекде подсахал, нермекентейтер, эменусай, энустем. Сердек зердає вцав безкупом, Terme,
и духове Твоему. Премудрость. Прокимен глаз четвертый, возвеселится праведника, Господи, уповай на Него. Возвеселится праведника, Господи, и уповает на Него. Слушай, Божий глаз мой, внегда молитвимися к Тебе. Возвеселится праведника, Господи, и уповает на Него. Еутал аргванах и сонвай, обжарраханынама шынқавгая. Амарын кота, ақшардарда Яковы, Иоаннов шымары. Асықытта, Иудектан ақшышгон хайвы, Вайкуфета, вот хатфадал Петрадар арсақшта, Водышты вот квазаны бунта, Куил нахасы, вот я аха что на бахута, а моя баха захшта сапар, загваран фейна сапар, а в шаттоне вы радгай капканын, раканинагай, води квазаны фашта Адама. Псалтир апостолен евангелист Иоанне, ковтete verserattet zerdarest, emetech je warzon fört, emenech hulsam Jesu Christie, arnevats hepusen kenenen. Аминь. И мудрость. Премудрость прости, услышим святого Евангелия. Рече Господь своим учеником, си заповедую вам, да любите друг друга. Аще мир вас ненавидит, видите, яко меня прежде вас возненавидим. Аще от мира бысти были, мир по своей любил бы. Як уже от мира нести нас, избрак вы от мира, сего ради ненавидит вас мир. Поминайте слово еже, азрек вам, не страву боли Господа своего, аще меня изгонаша и вас изженут, аще слово мое соблюдоша и ваше соблюдут. Но сия вся творят вам за именное, яко не видят пославшего мя. Аще не бы грешили глаголом им, греха не выше имели, ныне же извинения не имут о грехе своем, ненавидя меня, и отца моего ненавидит. Аще дел не бы сотворил о них, их же им никто же сотвори, греха не выше имели, ныне же и видишь, и возненавидишь меня, и отца моего. Но да сбудется слово, писанное в законе их. Jesu sagte Ademen, verzachsen wen warzut karati, unie wa jeseft kuna, wat zonut smach ei razder menai wit ta jeseft, smach dunie kuai gad, wat unie chion ta warzit, Смах та дунекай есть тут, фалава, эс дунекай сав зарстун, вейта хайва, вене дуне есафт, эс вен сенеха захтон, вей вазардел дарут, цахар яхид савай валдернау, кадман в хартой, ват смах тар в харцестен, кадман хасма пустой, Vadvan khasma der khusteste, Aftevin kenzeste men omet chai, men mer arbite tjene zonens, es kunertse daim, emesen kunezer daim, vad azem jennevai koi, nirtase hiseme isras kenzeste vine zonens, menai Yesef chivene, во имя Федайдар, Есафтвана. Великого сына Осетии, который, пожалуй, достоин того, чтобы быть прославленным наряду с великими святыми. Потому что
никто не оказал такой услуги всей нашей маленькой, но родной Осетии, как Коста. И сегодня Осетия празднует день его рождения. И мы собрались в селении, где он родился, где он провел свои юные годы детские, где он впитал все то, чем так ценится осетинская культура, обычаи, язык, и на котором он потом прославил Осетию на весь мир. Долгие годы не было принято говорить о христианских религиозных воззрениях Костахи-Тагора. И даже тогда, когда ставили задачу издать полное сочинение творений, трудов Костахи-Тагорова, академическое, казалось бы, издание, куда должно было войти все, что осталось от него, и его переписка, и, естественно, стихи, то все равно власть боялась включать в эти сборники произведения, посвященные христианской теме. Изымали все то, что он писал о Христе. Всячески замалчивали тот факт неоспоримый, что он был человеком верующим, богобоязненным христианином. И только в наши дни постепенно мы начинаем открывать для себя великие творения, христианские творения Костахи-Тагорова. Он открывается перед нами совершенно в другом свете. Не просто как борец за народ, за его свободу от угнетения, от притеснений, но и как человек великой и глубокой христианской души. Его поэма «Си человек», другие произведения, посвященные Пасхе, Христу, они действительно поражают своей глубиной. И даже искушенный в книжной премудрости архиерей наш владыка Зосима, когда познакомился с творчеством Костахи-Тагорова, пришел тоже в удивление и изумление. Потому что даже среди русских писателей сложно найти такие глубокие христианские произведения, какие мы находим у Костахи-Тагорова. Жизнь так устроена, что мы всегда должны кому-то подражать. Мы все христиане и подражаем Христу, поэтому и называем, носим его имя. Но очень важно, что помимо Христа, Бога и человека, важно, чтобы и среди нас были люди, достойные подражания. Чему примеру мы бы следовали? Вся система образования построена на подражании. И мы стараемся указывать нашим детям, самим себе, на людей достойных, чистых, чтобы, подражая им, следуя им, и мы тоже возвышались, очищали нашу душу. И вот таким действительно чистым, возвышенным примером для подражания, для всех, для нас является Коста. Воистину он достоин быть прославленным в лике святых. Он достоин того, чтобы подражать ему в любви к своему родному языку. Мы можем ему подражать в любви к своему родному отечеству, к своему родному аулу. И хотя он говорил, что весь мир мой храм, и действительно был человеком вселенского масштаба, но как он в одном своем стихотворении признался, ничего он больше не любил, как свой родной аул Нар, где мы сегодня и собрались. Потому что с этим селением были связаны его детские воспоминания. Это сердце Осетии. Мы все убежден, молимся и желаем того, чтобы это селение возродилось. Когда-то здесь жизнь кипела. Здесь даже не одна церковь, а две церкви. Это говорит о том, что народ здесь был богобоязненный. И под сводами этого храма молился и Коста. И вот сегодня, вспоминая, мы не просто вспоминаем некую юбилейную круглую дату, а мы вспоминаем его
во имя того, чтобы приводить его в себе в пример, чтобы подражать ему. И вот что интересно, бывают люди выдающиеся, но со временем их значение меркнет. И мы помним, что в советские годы всячески старались привязать Куста к тому социальному контексту, который существовал в XIX веке. Что все его думы были связаны с улучшением социального положения народа. Это действительно так, что он болел душой за свой народ. Но он гораздо больше этого образа. В его творчестве мы находим темы неприходящие. Он говорил о вере в Бога, он говорил о любви, об уважении, обо всем о том, что делает человека человеком с большой буквы. А это значит, что эти темы, они не проходят со временем. Если бы он был социальным реформатором, прошло бы время, его время бы ушло, кануло в лето. Но Коста и сегодня, спустя более чем 155 лет прошло с его рождения, более чем 100 лет со дня смерти, он не становится неактуальным. Он по-прежнему нами востребован как воздух. И мы должны о нем помнить, потому что его творчество, его наследие научат нас всему. Всему, что надо нам для того, чтобы обустроить сегодняшнюю нашу жизнь. И не только земную, но чтобы удостоиться и Царства Небесного. Хочу привести простую краткую цитату из произведения Куста Кекагурба. Эта цитата, состоящая из одного предложения, достойна целых проповедей, и можно прочитать и на этом же и завершить. Эту цитату долгое время не включали в его произведения. И понятно почему. И вот что он говорит. Конечно, никакая мудрость не сравнима с христианской, которую я искренне хотел бы исповедовать всю жизнь. Советую и вам. Это цитата из творений Куста Кекагурба. Это те его слова, и не только эти, которые не включались в советские годы в сборник его произведений. Он выше всего ценил веру в Бога и Христа. И дай Бог, чтобы по нашим молитвам Господь упокоил душу раба Божьего Константина Куста. Память его хранится. Христос призывал народ к единству во имя Божие, во имя Бога. И удивительно, что позднее Средневековье, когда народ наш весь сосредоточился в горах, доступ к равнинам был закрыт, здесь народ пришел в разделение. Было потеряно чувство единства народа. Каждый себя ассоциировал со своим аулом, со своим ущельем. И уже и до конца и не понимали, что мы единый народ. И сегодня у нас есть такая проблема. Для одних Осетия кончается на таможне, Кавказским хребтом, не думая о том, что и по ту сторону Кавказского хребта тоже Осетия, тоже живут люди, которые общаются и молятся на осетинском языке. Мы единый народ. И это чувство было некогда поколеблено. И когда великий Куста стал на родном языке писать стихотворения и, наконец, издал свою осетинскую лиру, то все люди, и богатые, и бедные, и южанцы, и северяне, не в зависимости от каких-либо условностей, все сказали: это наш поэт, это наша книга, это наш язык. И он стал символом народного единства. Единство ведь бывает разное. И преступники, когда идут на преступление, тоже объединяются во имя совершения злодеяний. Но
Коста объединил осетинский народ совершенно под другими знаменами. Во имя процветания Осетии, во имя чистоты, во имя того, чтобы нам быть народом Божиим, чтобы сподобиться милости Божьих, чтобы быть достойными сынами здесь на земле и достойными чадами на небе. И его творчество остается насущным хлебом для нас и сегодня. Я всех вас призываю к чтению, изучению его творений. Пусть молитвы наши Господь примет, вознесенные сегодня. И, конечно, нельзя сказать и о том, и о тех людях, которые возродили этот замечательный храм, церквушку. Когда-то храм был в запустении, благодаря добрым людям храм восстановлен, был кратким чином освящен год тому назад владыкой Зосимой, который и сегодня хотел и планировал приехать сюда и возглавить службу, но в силу телесной немощи не смог. Пусть Господь ему дарует здравие, чтобы все доброе, что он задумывает, осуществлялось. Низкий поклон и тем людям, которые трудились, благоукрашали этот храм. Более столетия здесь не было литургии. Люди приходили, воздевали свои руки, молились кто как мог. Но вот сегодня мы совершили божественную литургию. Это, конечно, знаменательно. Для этого храма это историческое событие. Я всех вас благодарю, нашедших возможность, желание прийти сегодня под своды этого храма. Сегодня верю, убежден, ликует и душа Коста, которая видит вас здесь собравшимися, как некогда и он собирался и приходил сюда. И, как вы заметили, мы молились сегодня на церковнославянском и на осетинском языке. Коста Хейтакуров был членом комиссии по исправлению церковно-богослужебных книг. Он делал свои замечания к переводу Евангелия. Возможно, оставил какие-то свои заметки, труды, которые, может быть, не дошли, а может быть, их сокрыли. Но он был членом комиссии, наряду с другими выдающимися сынами, потому что придавал большое значение богослужению на родном языке. Как получается, писатели пишут творения, романы, повести, стихотворения, но все-таки жизнь наша так устроена, что мы не каждый день читаем стихи, не каждый день читаем романы, а вот молиться на родном языке христиане молятся постоянно. И если служба на осетинском языке будет совершаться, то это означает, что язык наш не погибнет, не канет в лето. Вот в Египте был народ, они сейчас живут, копты. Это народ, который жил в Египте до прихода арабов. У них свой язык. Но пришли арабы, принесли свою культуру, свой язык и стали доминирующим народом в Египте. Они составляют более 90% Египта. А коренной народ Египта, копты, они вот таким мощным влиянием высокой культуры растеряли все, перестали говорить на своем родном языке. Язык все уступал своей позиции, все дело производства на арабском, общение, уже копты сами между собой тоже общаются, и даже в семьях на арабском. И последним пристанищем коптского, древнего, египетского, скажем так, языка стал храм. Продолжают молиться Богу на своем родном языке. Служба стала последним прибежищем этого древнего языка. И вот сегодня копты, общаясь между собой на арабском, приходя в храм, молятся на языке своих предков. Поэтому это великое дело, чтобы возродить богослужение на осетинском языке. И мы уже больше года трудимся над тем, чтобы достойным образом перевести
богослужения на остинский язык. И надеемся, что в следующем году мы будем уже совершать полноценную службу на родном языке. Надо найти, подобрать еще и мелодии, надо до конца доработать, но вот такой службы, как сегодня, с таким количеством молитв, произносимых на остинском, не совершалось в Осетии долгое-долгое время. Со времен гражданской войны и революции, скажем так. Сегодня мы евхаристический канон, все основные главные молитвы читали на родном языке. Я желаю вам всем мира, праздничного настроения. Пусть та чистота, та любовь, которая была присуща Евстафию Такуеву, и была с вами, чтобы вы тоже испытывали такие же чувства, как и Евстафий Такуев. Подражайте Христу, подражайте Уста, и дай Бог, чтобы жизнь наша наладилась, чтобы мир и милость Божия пребывали со всеми нами. Арфе гуздут, днескане кусау арфе хайчинут, абумах хустайну несартам, мевлвигас лдер херзау денхенет. Арфе гуздут. Спасибо, Господи.